Как-то вот загорелась душа, прям начать что-то такое интересное делать, необычное. Что-то необычное – это мягко сказано. Эти скульптуры создаются благодаря точным знаниям кинетики и терпеливости мастера. Если обойти терминологию, то это изделия из дерева, которые двигаются только за счет гравитации и правильного использования специальных подшипников. Сперва начинал банально, панно на тематику, на нашу тематику. Но потом вот увидел однажды в интернете вот такие вещи какие-то, именно это были какие-то часы из фанеры сделаны, автора Дэвида Роя, если не ошибаюсь. Это просто интерьерные вещи, такие необычные. В основном сделано из дерева, есть, конечно, всякие оси металлические и так далее. Подшипники внутри стоят, чтобы снизить трение, ну там физика больше. Самая знаменитая привлекательная скульптура Георгия Бедеева – часы. Вот только время по ним сверять никак не получится. Все их воспринимают как часы, не как скульптуру, не как интерьерная какая-то вещь, а больше как часы. И все-таки дереву свойственно реагировать на влажность, и они не могут работать как часы физически. Поэтому тяжело вот людям объяснить, что это такое на самом деле. Это новое в России все, и считанные мастера кто-то сейчас делает по России. И опять-таки, наверное, пока не раскрутится, это все люди не поймут, не осознают. В одной скульптуре около 50 деталей только из дерева. К ним добавляются столько же металлических. Получается около 100 элементов кинетического произведения искусства. Работа с деревом в этом направлении очень сложная, материал капризный. Одна неправильно выпиленная деталь может загубить многодневный труд. Мастер шутит, что если у вас шалят нервишки, браться за это дело не стоит. Мы переделали кое-что, корпус, да, в частности, вот этой детали вообще нету в оригинале. Нам пришлось ее переделать, из-за чего? У нас материалы свои, у автора свои. У автора намного тверже дерево, и оно держит форму. А у нас получилось, что когда мы вешаем сюда гирю, весь корпус перегибает, и то есть получается вот такой как бы винт, и они клинятся, сразу шестеренки не идут, все. Нам пришлось посидеть, подумать, как это все сделать. Естественно, переделали чертеж, чуть-чуть передумали все, ну так как-то, циферблат и все остальное тоже. В создании двигающихся скульптур Георгию Бедееву помогает чудо-машина, которая за считанные минуты выпиливает нужную деталь. Сейчас я буду делать деталь для будущего спиннера. В компьютере я создам программу, которая будет управлять станком. Он выпилит несколько таких деталей, которые мне нужны. В будущем это будет спиннер. Спиннер – это ручная игрушка, модная. Я создал уже, в принципе, программу. Я сейчас запущу станок, и он все сделает. Это сейчас грубая обработка. Ну, потом более мелкий бор берется, естественно. Но я сейчас покажу это, ладно. Потом ручками все доводишь. Все свои скульптуры мастер собирает по чертежам зарубежных авторов. Макеты будущих работ он заказывает через интернет из-за границы, потому как в России этот вид ремесла не очень популярен. Единственное, чего вдоволь, это качественного дерева. Георгий использует бук или ясень. Большая, конечно, проблема, что невозможно купить у нас в городе подшипники, там те же оси вот эти. Мы думали, чем это все заменить. Как это все сделать, ну, благо Китай в помощь, конечно. А так и у нас в городе вообще тяжело, даже элементарно с какими-то расходными материалами, с теми же сверлами. Во время съемок Георгий Бедеев признался, что хочет завязывать с этим ремеслом. Слишком уж нерентабелен его труд. Цена одной кинетической скульптуры начинается от 20 тысяч рублей. У нас вообще нерентабельно, это смысла нету даже. Потому что из этих и цена и так получается хорошая. Просто хотелось сделать для народа, чтобы как бы было доступно, в принципе, ну не то чтобы всем, но хотя бы среднему классу как-то.
Хотя не знаю, что сейчас средний класс есть, конечно. Попадая в мастерскую Георгия Бедеева, ты попадаешь в мир вечного двигателя. Каждая скульптура оказывает магнетическое действие, и обывателю разгадать загадку механизма просто невозможно. Его кинетические скульптуры даже имитируют взмах крыльев птиц, и у этого искусства в Осетии должно быть будущее.